Уважаемые наши граждане, сегодня мы находимся в центре мониторинга Келечекежол. У нас сегодня состоится очередная встреча с нашими экспертами именно по вопросу иностранного вмешательства. Сегодня на встрече принимает участие член Центрального штаба Келечекежол, известный аналитик по вопросу национальной безопасности Талайбек Амантурович. Талайбек Амантурович, спасибо, что вы сегодня второй раз посещаете наш офис Центра мониторинга. Нам очень приятно. До этого тоже были аналитики, политические эксперты. У нас один вопрос. Как вы считаете, что какое будет влияние иностранных государств, международных организаций на наши предстоящие парламентские выборы? Вот ваш вопрос. Спасибо за приглашение. Да, я с огромным удовольствием рад. Для меня это честь принимать участие в ваших передачах. По существу вашего вопроса мне хотелось бы пояснить первое. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно на него взглянуть с точки зрения наличия геополитических интересов ведущих мировых держав в нашем регионе. То есть так уж случилось, что в силу географического положения мы находимся на перекрестке, где пересекаются интересы Соединенных Штатов Америки, коллективного Запада, Китая на востоке, северного соседа это Российской Федерации и исламского мира. Соответственно, какие геополитические интересы они преследуют? Тут есть две аксиомы. Первое правило – любая геополитическая держава преследует сугубо свои интересы. И второе, крупные геополитические игроки для реализации пункта первого используют малые государства. Поэтому в этом контексте, естественно, как бы мы этого хотели бы, не хотели бы, геополитические игроки будут всеми доступными силами и средствами и методами, то есть гласными и негласными, вмешиваться в предвыборный процесс. Поэтому для того, чтобы понять, как они будут вмешиваться, надо проанализировать их интересы. Ну, прежде всего, начнем с Российской Федерации. Мы находимся географически в подбрюшье Российской Федерации, поэтому она заинтересована в том, чтобы этот был пояс безопасности, потому что, как ни крути, если, не дай бог, в Центральноазиатском регионе будут происходить какие-то события, скажем, вторжение, бандформирование или религиозный экстремизм или терроризм, это представляет собой угрозу национальной безопасности России. Поэтому я думаю, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы выстроить вокруг своей территории пояс безопасности. Она заинтересована в стабильности, в том, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке, потому что, как ни смотри, у них на границах сейчас в Грузии, в Армении, в Украине события, происходящие в Белоруссии, показывают, что они должны принимать соответствующие меры. Китай, ну вот буквально на днях был визит министра иностранных дел, свидетельствует о том, что Китай тоже проявляет интерес к нашей стране. В каком плане? В плане реализации своей геополитической стратегии «Один пояс, один путь». Потому что в силу, опять же, географии, через наш регион лежат основные пути для движения товаров, услуг, рабочей силы в Европу и обратно. Поэтому Китай тоже заинтересован в проведении спокойных выборов. Соответственно, Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад, естественно, в силу пункта 2 будут использовать нашу территорию для того, чтобы использовать ее в качестве плацдарма для реализации своих целей в рамках холодной войны 2.0. Соединенные Штаты Америки в лице генерального государственного секретаря Помпео объявили Китай угрозой номер 1. Соответственно, наша страна представляет собой идеальный плацдарм для создания проблем для Китая. И на сегодняшний день общий ход предвыборной агитации, поведение загранпредставительств, то есть в том числе посла Великобритании или международных институтов по исследованию общественного мнения, показывает, что умышленно создается в обществе настроение, что выборы будут не беспристрастные, выборы будут несправедливые, соответственно, будут возможны какие-то
волнение. Как раз по этому вопросу, Талайк Амантурович. У нас до сегодняшней встречи у нас состоялась тоже с вами неофициальная встреча. Мы вам показывали соответствующую бумагу. Вот недавно где-то с 9 по 15 августа Международный республиканский институт США при поддержке USAID они провели опрос жителей Кыргызстана. Ну, опрос, социсследование. На основании этого опроса, они дали нам очень неправильную информацию, социологические опросы, где некоторые партии, которые не имеют поддержку со стороны населения, они занимают первое место. Например, СДПК, другие партии, партия Акджол, которого совершенно в течение 10 лет нету. Как вы думаете, это какой-то мере вмешательство со стороны международных институтов США? Тем более USAID, как сказать, финансирует. Это как вы оцениваете, как вот эксперта, именно по внешним вопросам вы... Да, я тщательно изучил результаты опроса, да, сам изучил вопросы. Если говорить в целом и в общем, то я считаю, что проведенный опрос, содержание его, именно содержание, представляет собой не что иное, как вброс. Это технологически называется вброс скандальной, предвзятой информации для того, чтобы посеять сомнения, опять же, среди других партий, привлечь, то есть создать ложное представление у большинства населения Кыргызской Республики о справедливости выборов. Я тут читал, тут есть, во-первых, самые по себе результаты. Партия СДПК что, такой авторитет, что ли? Да. Как вы думаете? Я считаю, что, во-первых, опрос не объективный, потому что в перечень возможных политических сил, которые будут принимать, включены те партии, которые не существуют или давно прекратили существовать. Например, партия Акджол, ее нету как таковой. На сегодняшний день юридически партия СДПК тоже не существует, потому что Абдрахманова не признали председателем партии, соответственно, партия, ранее возглавляемая Атамбаевым, тоже ее нету. Вместо нее существует другая партия. Тут поэтому происходит несколько манипулирования информацией. То есть я считаю, что это недопустимо. Кроме того, предвзятость чувствуется в том, что есть регионы, в которых определенные партии являются безусловным фаворитом. У нас очень много партий построены по региональному принципу. Мне бы не хотелось, чтобы не оценили как агитацию предвыборную, называть. Во всех регионах партия СДПК занимает первое место. А вы правильно сказали, есть некоторые партии, которые во всех регионах занимают, как сказать, подавляющее большинство свою, как сказать, авторитета. Ну, как ни крути, да, у нас все-таки так уж сложилось, что партия строится по региональному принципу. И есть, я говорю, есть регионы, в которых определенная партия занимает бесспорно, это вообще аксиома, преимущественное положение. Тут предвзято специально завышена роль одной партии и принижена, или вообще этой партии нету вопросов. То есть есть регион, лидеры которых, или скажем так, кукловоды, или те, кто финансирует эту партию, которые пользуются подавляющим преимуществом. Эти специально цифры занижены. Я считаю, что это опрос провокационный, предвзятый, не беспристрастный, а направлен исключительно на то, чтобы нагнетать градус социального недовольства после выборов. Еще, Талайк Амантурович, еще не только вот Международный институт при поддержке USAID провел общественные исследования. Они провели через общий какой-то фонд, общественный фонд, общее дело. Через наших граждан они провели еще местные, они финансировали и провели еще соцопрос. Ну, оба вопроса одинаковые. Тоже здесь СДПК занимает первое же место. Такая же это картина. Но через наших граждан, через наших НПО они провели исследование. Ну, это что показывает? Ну, я думаю, что в ходе, как показывает практика, вообще не только кыргызская практика, но и международная практика, в ходе предвыборной кампании, естественно, используются любые доступные технологии. Они бывают чистые, честные, и бывают не совсем такие черные тоже пиар-акции. Я считаю, что это из раздела так называемый вброс. Это как бросить камень в воду и посмотреть, как расходятся волны, как на них будут реагировать. Я думаю, что это должны соответствующие службы заняться этим, кто был заказчиком, реальным, не то, что как указано в официальных документах, а, по-моему, из самого смысла и содержания полученных якобы в результате опроса результатов видно, кто является
выгодоприобретателем, скажем так, кто является авуаром, то есть кто является реальным заказчиком. На сегодняшний день существуют в мире сотни тысяч компаний, которые занимаются именно предвыборными технологиями, то есть так называемые пиар-компании, которые могут нарисовать любой результат. Самое главное, надо выяснить реальные источники финансирования, кто финансировал эти опросы. И я думаю, что в ходе предвыборной кампании, ближе к концу, такого рода вбросы информационные будут все-таки увеличиваться, нарастать. Некоторые неправительственные организации у нас обращаются к международной организации, международным наблюдателям, который должен ожидается приезд на 4 октября в качестве международного наблюдателя. Они наши обращаются к международным организациям, чтобы они не признали наши выборы, которые должны были состояться 4 октября 2020 года. Ну, подвергать сомнения еще предстоящие выборы. Как вы на это думаете? Вот, что за это? Это специальная намеренная акция? Ну, я считаю, что такого рода обращения вообще не красят представителей неправительственного сектора. Я понимаю, что на чем финансирование эти некоммерческие организации находятся, и, как говорится, кто платит деньги, тот девушку и танцует, это грубо говоря. Но я считаю, что такие прогнозы недопустимы заранее, потому что событие еще не произошло, и нельзя предсказывать заранее негативный сценарий. Поэтому я убежден, что определенные некоммерческие организации, определенные неправительственные международные организации все-таки пытаются навязывать обществу мнение, что выборы, предстоящие 4 октября, будут нечестными, несправедливыми, не беспристрастными. Соответственно, создается протестный потенциал. Больше всего я в свое время, еще в марте месяце, писал статью, ожидать ли в Кыргызстане очередную смуту. То есть я думаю, что все-таки вот этот сектор работает на то, чтобы не признавать итоги выборов и в итоге дестабилизировать обстановку. Нет, вот, например, если выборы состоялись 4 октября, приедет международные наблюдатели, у нас будут и местные наблюдатели, те же НПО, которые написали в адрес международной организации. Если действительно будут нечестные выборы, там фальсификат и тому другие, тогда можно было обратиться в международную организацию, что нечестно. А сейчас еще заранее же, еще выборы не состоялись, как они могут это? Нет, вопрос в том, что все работники некоммерческих организаций, они являются юридически грамотными людьми, у них есть юристы, соответствующие финансы, они прекрасно знают порядок документирования нарушений, какого рода нарушений, на каком участке, они знают прекрасно порядок обжалования. Но складывается впечатление, что в целом информационная кампания со стороны этого сектора направлена на то, чтобы дискредитировать результаты выборов. И в конце заранее, да. То есть заранее еще, то есть как это называется, и на это дело они программируют общественное мнение. Вот вы правильно замечаете, у нас сейчас очень много пропагандируют голосовать против всех. То есть за 17-го кандидата партия против всех. И муссируется тема, что же будет, если выиграет кандидат против всех. Какие будут потом последствия. Хотя я думаю, что в этом случае Центральная избирательная комиссия обязана дать разъяснения, четкие, юридически выверенные, что будет в таком случае, при таком сценарии развития событий. Чтобы не было инсинуаций, чтобы не было кривотолков, и чтобы не было, скажем так, предпосылок к возникновению массового недовольства. Талабек Амантурович, вы дали очень хорошие комментарии, советы, вы постоянно нам оказываете большую поддержку, особенно поддержке советов. Я думаю, что мы с вами постоянно советуемся. И я думаю, что не раз будет у нас беседа, я думаю, что предстоит еще с вами беседа в следующий раз. Уважаемые телезрители, уважаемые наши граждане нашей страны, сегодня мы провели очередную встречу, наша встреча в нашем медийном портале Джумадыловым Талабеком Амантуровичем. Я думаю, что до этого были встречи с политическими обозревателями, другими политическими деятелями. Я думаю, что предстоит еще в скором времени встреча с другими политическими экспертами, которые владеют именно по избирательному процессу и по вопросу иностранного вмешательства, по вопросу политики и других вопросов. Спасибо вам большое.